Всем доброе утро! Начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». На календаре сегодня 2 августа. Просыпаемся, настраиваемся и не забываем улыбнуться. А еще лучше, если рядом есть те, с кем можно разделить радость хорошего настроения. В студии Полина Долинская. Сегодня мы узнаем в нашем эфире. Первая золотая медаль. Дети Азии. Первый соревновательный день начался с победы наших горожан. Город Ленск стал одним из красивейших городов Якутии. Какие новые дома и какие микрорайоны появились в этом городе, узнаем с сюжета наших корреспондентов. Копия исторического судна 18 века «Якутск». Чем знаменателен этот корабль и какое значение он имеет в истории Якутии и России? Поговорим об этом вместе с нашим гостем. Танцы всем возрастам покорны. Танцевальная фитнес-группа «Зумба Голд» и ансамбль «Леди Плюс» приняли участие на международном танцевальном фестивале, который прошел в городе Ялова в Турции. Будьте с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», задавайте свои вопросы нашим гостям, присылайте поздравления по номеру 8 914 273 44 88. Узнавайте самые последние и актуальные новости вместе с нашим эфиром. Ну а сейчас традиционно о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 16-19 градусов со знаком плюс. В заречной группе от 18 до 20 градусов. В южных в это утро в Нерюнгли плюс 15, в Алдане плюс 16. В Вилюйской группе 18-20 выше 0, а в Нижнеленских 12-19 со знаком плюс. В западных от 15 до 17 градусов в Колым-Индигирской группе улусов в это утро в Чукурдахе плюс 9 и плюс 19 в Зырянке и Среднеколымске. В Янских от 9 до 12 тепла, на северо-западе от 6 до 8 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 19 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, дует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня синоптики обещают дождь и переменный ветер, а столбик термометра зафиксирует температуру воздуха 23-25 градусов со знаком плюс. 2 августа 1930 года на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. Именно этот день является днем основания воздушно-десантных войск. И сегодня мы поздравляем всех, кто носил и носит голубые береты с вашим праздником, с Днем ВДВ. Какими еще событиями отметился сегодняшний день в истории, узнаем прямо сейчас. На календаре 2 августа. В этот день отмечают день рождения почтового ящика, день сидения на подоконниках, день ивенкийской природы, день сэндвич-мороженого и день книжки-раскраски. Свой профессиональный праздник отмечают служащие воздушно-десантных войск. К торжествам присоединяются вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты и преподаватели профильных высших учебных заведений. Праздник приурочен ко дню рождения десантных войск 2 августа 1930 года. По народному календарю в этот день христиане почитают память пророка Илии. В этот день принято устраивать семейные обеды и кормить малоимущих. В этот день нельзя работать в поле и по хозяйству. Запрещается купаться в водоемах, стоять под деревом, кричать, бегать, петь. Считается, что в человека, который нарушит запреты, может попасть молния. В этот день заканчивается лето. Если в этот день сухо, то 6 недель будет сухо. Если в этот день идет дождь, то идти ему еще 6 недель. События в этот день. В этот день был открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. В 1995 году – день создания русского радио. В 2007 году на глубоководных обитаемых аппаратах «Мир» впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещен российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям. Самуэл ван Хокстрате – голландский художник, график, теоретик искусства.
Мирна Лой – американская актриса, обладательница премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Леонид Линник – советский и украинский офтальмолог, автор лазерной медицинской технологии, доктор медицинских наук. Валерий Быковский – советский летчик-космонавт номер 5, дважды Герой Советского Союза, совершивший 3 полета в космос общей продолжительностью 20 суток, 17 часов, 47 минут и 21 секунду. Георгий Мовсисян – советский российский композитор-песенник, заслуженный деятель искусства России, народный артист России. Именины сегодня отмечают Ян, Федор, Тихон, Теодор, Сергей, Савва, Петр, Николай, Леонтий, Кузьма, Константин, Илья, Иван, Ибрагим, Ефим, Егор, Георгий, Афанасий, Алексей, Александр, Аарон. Бескозырка белая, в полоску воротник. Именно в таком обмундировании можно было встретить на улицах Ленска бывших военнослужащих в их профессиональный праздник. День военно-морского флота отметили в России в эти выходные. В Ленске впервые этот праздник прошел с размахом и завершился благотворительной акцией. Подробности у Анны Кожевниковой. День военно-морского флота в этом году в Ленске отметили с размахом. Все те, кто стояли на страже морских рубежей России и обеспечивали боеготовность кораблей и частей ВМФ, сегодня собрались в торжественной обстановке, поздравили друг друга и устроили благотворительную акцию для дома престарелых. А также своим сплоченным коллективом они показали, что в любую секунду готовы стать под знамена Российской Федерации и отстаивать интересы государства. Сегодня эти бравые моряки дислоцировались возле памятника первопроходцам на живописной в любое время года набережной Ленска. Количество военнообязанных во флотских костюмах поразило. Обычно так массово в Ленске отмечают свой праздник только ВДВшники. Но сегодня достойные последователи Петра I показали силу и мощь своих войск. Вымачивать якоря понапрасну не стали, и красивые колонны направились в дом престарелых. Правда, вместо кораблей автотранспорт, вместо парусов флаги развивались из всех машин Ленской флотилии. Для подопечных важного соцобъекта военные моряки приготовили подарки. Такая акция впервые. Очень приятно, что они вспомнили о нас. Очень приятно, что мы будем дальше сотрудничать. Ну вот сейчас, к сожалению, такое время пандемии, да, мы как бы не смогли встретиться с проживающими. Но тем не менее, надеемся, что все-таки это пройдет, да, когда-то, и мы будем встречаться чаще, даже просто так, независимо от того, что праздник это или не праздник. Организовать благотворительную помощь для дома престарелых и инвалидов решил один из бывших служащих военно-морского флота Артем Пескутский. Сам он в недавнем прошлом обеспечивал безопасность гражданских судов в Сомали и Аденском заливе от пиратов. Сегодня стремится помочь социально незащищенному населению. У меня возникла мысль сделать доброе дело. Многие люди меня поддержали в этом. Я этому очень безумно рад. И в дальнейшем мы будем помогать дому престарелых, а также детям в реабилитационном центре. Всего собралось около 50 человек. И это еще не предел, считают организаторы. Если раньше эти лихие моряки запросто брали на абордаж врагов, то теперь они предпочитают брать шефство над нуждающимися. Ведь стоять на защите сограждан – это в крови каждого военнообязанного. Анна Кожевникова, Алексей Семенов, Ленск. Сложно определить, какую ценную роль в современном мегаполисе играет профессия пекарь. Нынешний ритм жизни не позволяет выпекать хлеб в домашних условиях. Что уж говорить о сложных кондитерских конструкциях, производство которых требует определенных технологических знаний и навыков. Но, тем не менее, сложно представить завтрак без хлебобулочных изделий. Наша съемочная группа побывала на хлебокомбинате и даже испекла печенье. Профессия пекаря, хоть и кажется простой, на самом деле требует серьезных навыков в области изготовления хлеба. На производстве такой работник занимается изготовлением батонов, калачей, булок и других разновидностей выпечки. Деятельность связана с пищевым сектором. На первом месте – чистота и стерильность. Ну что, друзья, так как мы сегодня будем работать с едой, поэтому я, как видите, я переоделась, потому что чтобы у меня волосы не попали и одежда моя тоже как бы не испачкалась. Мы сейчас находимся в хлебном цеху на площадке цеха слоеных изделий. Здесь мы как раз-таки и будем сегодня с вами творить и вытворять, и стряпать мы с вами будем печенье по-гатине. За 20 минут с конвейера выходит 6 килограммов печенья, а за одну смену до 350 килограммов.
Так как производство масштабное, здесь необходимо соблюдать рецептуру и точно замерять каждый компонент. В последующем это повлияет и на качество продукции, и на его вкусовые свойства. Так, для начала берем соль. Соль. Сколько нужно соли? 35 грамм. А это сколько? Это больше столовой ложки, вот так? Да, примерно. И сюда Много? на весы кидаем. Если будет лишнее, уберем. Ой, точно, мы же свисали. Ровно. Почти 35. Так, она 35 не видит. После того, как было приготовлено сырье, происходит замес теста. И после его раскатка и добавления начинки. На помощь пекарям приходят новые технологии, а именно линия ронда, которая позволяет повысить производительность цеха и снизить нагрузку на кондитера. Ведь в большей степени профессия востребована среди женщин. Но, как и в другой профессии, здесь есть свой карьерный рост. Ну, я в первое дело сначала чистила листики, такая мелкая работа, не тяжелая. Потом мне стало интересно, и постепенно начали меня обучать вот тесто месить, как на машине стоять, как что катать. Мне это так понравилось, я все выучила и все теперь знаю. Работа на комбинате не прекращается ни на минуту. Пекари работают весь день, подкладывая на прилавок свежую продукцию. Для каждого хлебобулочного изделия есть свое время готовки. Например, хлеб пекут только в ночное время, а вот сдобные булки или батоны выпекают в течение всей смены. Для каждого изделия свой цех и сотрудники, которые проводят весь этап производства. Друзья, это как раз-таки и есть финальный этап. Сейчас это проходит расфасовку. В каждой упаковочке ровно 400 граммов. После этого это все попадает в коробки, которые как раз-таки и будут развозить на точки сбыта нашего города, а также по территории нашей республики. Друзья, это был очень интересный опыт. Это полезный опыт, особенно для меня, как для девушки. Я думаю, вы для себя тоже что-то новое, интересное открыли. И вам тоже было с нами очень приятно провести эту программу. И если вы сейчас пьете чай с печеньем паготини, то приятного вам чаепития. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Жеребьевка по распределению разрешений на добычу копытных состоялась в Якутске. Общереспубликанское мероприятие выявило 1863 заявки на сезон охоты 2022-2023 года. Такая процедура проводится в связи с превышением количества поступивших заявок претендентов на участие в распределении разрешений на охоту по соотношению к объему предоставленной квоты. Выдача разрешений начнется с 1 августа этого года. Квоты разделяются на 3 части. 35% распределяется общей республиканской жеребьевкой с использованием генератора случайных чисел. 35% направляется в муниципальные районы, где распределение идет также комиссиями муниципальных районов, но в основном жеребьевкой, если преобладают заявки. Также 30% распределяется во внеочередном порядке, в конкурсном порядке лицам, принявшим участие в мероприятиях по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов. Дети из пострадавших от паводка районов проводят свой летний отдых в спортивно-оздоровительных лагерях столицы. Всего в Якутск приехало более 300 детей. Более 200 из них сейчас отдыхают в лагере «Сосновый Бор». Для многих детей это первый опыт отдыха в лагере. Помимо развлекательной программы, в лагере особое внимание уделяется здоровью. Дети получают 5-разовое сбалансированное питание, соблюдают режим сна и проходят полезные процедуры. Также у нас есть договор с поликлиникой номер 3. Буквально вот в эту субботу специалисты данной поликлиники приезжали к нам с выездом и провели углубленный осмотр наших воспитанников. Как только дети поступили из Верхоянского и Кобяйского районов, специалисты поликлиники номер 3 взяли у всех анализы. Выставка «Мотивы Севера» прошла в Российском этнографическом музее совместно с Музеем музыки и фольклора в рамках проекта «Кочующий музей». Она организована в честь столетия образования ЯССР. Были представлены традиционные костюмы и атрибуты декоративно-прикладного характера.
Посетители музея проявили большой интерес к настоящему шаманскому костюму эвенков. Эту сакральную атрибутику впервые продемонстрировали за пределами региона. Также в рамках проекта «Кочующий музей» были организованы около 10 культурных мероприятий, в которых участвовали народные мастера и умельцы. Мероприятия прошли в Музее театрального и музыкального искусства, в Шереметьевском дворце, Музее квартиры Римского-Корсакова, в Ленфильме. Это вообще для нас такая честь была, то, что они нас приняли, и мы показали там наши мультики. Это первый полнометражный мультипликационный фильм «Нюргун Батур» по Ланхо Платона Юнского и 3 короткометражных мультфильма по эвенской сказке. С нами поехали наши друзья нашего музея, с которым мы уже в течение больше 10 лет, там даже 20 лет дружим. Тянка Аксинья Панова принесла сборной республики первое золото. Девушка пробежала 100-метровку с барьерами, побив свой собственный рекорд с результатом 14,86 секунд. По словам Аксиньи, спортсменка знала, что ее победа не случайна. Новый спортивный день на Детях Азии начался с побед. Якутянка Аксинья Панова принесла сборной республики первое золото. Девушка пробежала 100-метровку с барьерами, побив свой собственный рекорд с результатом 14,86 секунд. По словам Аксиньи, спортсменка знала, что ее победа не случайна. Мне было не то чтобы тяжело настроиться, я просто знала то, что если я хорошо настроюсь, что тут рядом мой тренер, который всегда меня поддерживает и эмоционально со мной, я чувствовала это, скорее всего. Благодаря ему я сейчас здесь стою перед вами и выиграла. Помимо этого, накануне серебряную медаль в якутских национальных прыжках завоевала Ксения Калачевская с результатом 21 метр 23 сантиметра. Среди юношей серебро у Данила Володина и бронзовая награда у Валентина Васильева. Накануне завершился второй соревновательный день в спортивной борьбе. На ковры Фетисов-Арена выходили девочки. Сборную Якутии представляли 3 спортсменки. О результатах с места соревнований расскажет наш коллега Александр Хавренко. Если кто-то до сих пор считает, что женская борьба – это неинтересно, и вообще борьба – это не женский вид спорта, вы очень и очень сильно заблуждаетесь. Достаточно посмотреть на схватки, которые происходили во время 7-х международных спортивных игр «Дети Азии», чтобы понять, женская борьба – это очень интересно и очень захватывающе, и ни в чем по зрелищности и по накалу страстей не уступает борьбе среди мужчин. Большинство стран и регионов, которые участвовали в соревнованиях по вольной борьбе среди девочек, выставили по одной спортсменке в каждой из 7 весовых категорий. В сборной же республики представили только 3 девочки. По женской борьбе сегодня выступили 3 девчонок, а так 7 весовых категорий было. Но это международные игры, поэтому слабых нету тут, все подготовленные. Особенно зарубежные страны, это Таджикистан, Туркменистан. Во всех весах они хорошо участвовали. Наши девушки боролись как львицы, и пусть временами у них что-то не получалось, но дорогу к финалам они проложили через тяжелый труд и стальной характер. Соперницы были сильные, физически и технически они сильные. С некоторыми я встречалась на дальневосточных соревнованиях, вот, с Оксаной, например. На ДФО она меня победила 6-0. Сейчас я взяла реванш, 10-0 взяла, победила на полуфинале. И вот девочка с Узбекистана, у нее хороший проход. Она проходит в 2 ноги очень хорошо. И вот не смогла даже среагировать. Надо еще поработать чуть-чуть на эти проходы ноги, на защиту надо поработать. Не. Все на равных, все прошли подготовки. Ну, наверное, подсуетилась я, наверное, очень сильно. Хотя могла выиграть на золото точно. Настроя не хватило чуть-чуть, и все. Все готовые, все подготовленные. Серебряные медали ни в коем случае не сломили дух девочек, а наоборот, только обострили желание бороться и побеждать. И нет сомнений в том, что эти фамилии мы еще услышим на соревнованиях различных уровней. Александр Хавренко, Джилустан Иннокентьев, Владивосток.
Спортивные игры «Дети Азии» – это не только победа и поражение, но и большой труд, который зачастую остается без должного внимания. Это труд сотен и тысяч волонтеров, которые безвозмездно помогают в организации игр. Подробнее о работе волонтерского корпуса из Якутии в материале наших корреспондентов. Ровно 1000 волонтеров из 26 стран обеспечивают работу 7 спортивных игр «Дети Азии». В столицу Приморья в этом году съехались волонтеры из Алжира, Малайзии, Ирака, Южной Кореи и со всех уголков России. Не осталась в стороне и Якутия. От республики в качестве волонтеров работают более 50 человек. Мы проходили через многие волонтерские спортивные мероприятия, такие как Кубок мира по вольной борьбе, международный турнир имени Дмитрия Петровича Коркина и международный турнир по вольной борьбе имени Романа Дмитриева и так далее. Ну, то есть мы довольно опытные волонтеры сюда прилетели. И мы участвовали во многих спортивных мероприятиях. Они прошли жесткий отбор, сразу говорю. Мы начали рекрутинговую кампанию уже начиная с апреля по июнь. Проводилось огромное количество собеседований с подавшими людьми, с кандидатами. И проводились онлайн-собеседования, также очные и так далее. Потом проводились тестирования и так далее. И вот волонтеры, получается, прошли такой отбор. Из 1200 человек, получается, 55 человек прошли. И они все прилетели в город Владивосток. Работа волонтера на играх заключается прежде всего в предоставлении помощи тем, кто в ней нуждается. Они всегда готовы прийти на помощь потерявшемуся ребенку, заблудившемуся иностранному гостю или же проинструктировать участников и спортсменов на площадках игр. Причем, как отмечают сами волонтеры, с таким плотным графиком очень редко удается насладиться спортивными мероприятиями. Мы работаем практически во всех объектах и во всех функциональных направлениях. То есть нас абсолютно везде раскидали, и это очень круто, потому что мы знакомимся также с городом, с Приморским краем, мы знакомимся с новыми людьми. То есть мы не всегда все вместе абсолютно, это совсем не так. Мы работаем с огромным количеством людей, с потоком информации. Каждый день сталкиваемся с какими-то ситуациями, которые нужно срочно решить. Это очень круто, и ради этих эмоций мы и сюда прилетели и работаем сейчас. Несмотря на напряженную работу и загруженный график, волонтерский корпус сохраняет оптимистический настрой. Ведь это, наряду с многозадачностью и готовностью всегда прийти на помощь, и делает из обычных людей настоящих волонтеров. Ирина Григорьева, Петр Васильев, Джулстан Иннокентьев, Владивосток. Кто волонтер? Я волонтер! Районный этап конкурса «Вожатское сердце» прошел в лагере мужества в городе Нерюнгри. За звание лучших боролись целых 11 участников. Все они члены педагогического отряда «Легенда». Главный приз – это путевка на республиканский конкурс, который состоится в октябре этого года в Якутске. На самом деле конкурс начался еще 24 июня, в Международный день вожатых. Первый этап так и назывался «Вожатский марафон». И сегодня наступил решающий момент. В первом этапе участники продемонстрировали свою эрудированность, умение подстраиваться, смекалку, навыки импровизации. То есть все те качества, которыми должен обладать каждый вожатый. Самый главный навык, который должен быть у вожатого, это умение быстро реагировать и быстро подстраиваться под любую ситуацию. Это то, что мы непосредственно стараемся проверять у нас здесь, на нашем районном конкурсе, и то, что проверяли там на региональном. То есть умение быстро среагировать, быстро подстроиться под какую-то ситуацию, под ребенка, куда-то подбежать, что-то новое придумать. Я считаю, что это прям самое-самое главное качество для того, чтобы быть самым крутым и классным вожатым. В основном этапе 11 участников готовили творческие номера, чтобы показать свои таланты, умение работать с детьми и в команде. Пришли как-то в С, Р, Т, Д и Ю ребята устраиваться вожатыми в лагерь мужества. Среди них была Феоктистова Ангелина, Сашнина Аня, Захарова Лиза, какой-то чувак и какой-то чувак. Сначала вожатые представили визитку, где рассказали о себе и о том, почему они выбрали эту профессию. Второй этап – творческий номер. Ребята будут состязаться друг с другом в таких дисциплинах, как представление лучших качеств вожатого, моя профессиональная карьера, экспромт-конкурс. И самая главная задача для вожатого – показать, как он умеет работать с ребятами, правильно поставить номер и, естественно, уметь показать себя, все твои таланты
и свои навыки. Один из участников будет представлять Нерюнгринский район на республиканском конкурсе, где конкурсанты покажут не только эрудицию и коммуникативные способности, но и профессиональное знание в области возрастной детской психологии, педагогики и игротехники. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В деревне Химози Ленинградской области сотрудники «Кошки Спас» помогли собаке выбраться из дренажного колодца. На этих кадрах видно, как спасатели успокаивают незадачливого пса и достают его из бетонного плена, после чего животное убегает. Местные жители рассказали, что утром услышали тихий вой, доносящийся из-за автобусной остановки, и обнаружили застрявшую в дренажном колодце собаку. Неравнодушным людям не удалось извлечь животное из ловушки собственными силами. Осмотрев место происшествия, специалисты пришли к выводу, что собака застряла в переливной трубе, которая соединит два колодца. Чтобы помочь пленнику, один из спасателей подталкивал пса сзади, и двое других тянули за передние лапы. После продолжительного заточения собакель пошел разминать свои лапки. А пенсионер из Калининграда Петр Чурсин обучает кота Васю сложным акробатическим элементам. Это не первый его питомец, который обучается новым трюкам. О пушистых акробатах из Калининграда в следующем сюжете. Как уже было сказано, Вася не первый ученик Чурсина. По словам дрессировщика, предыдущий питомец Лева был знаменитостью в Калининграде и прожил с хозяином 9 лет. После его смерти Петр не собирался заводить новых животных, но случай свел мужчину с котом Васей. Я сижу на скамейке, вокруг меня люди, смотрю, кто-то меня снизу, проход идет обычно у павильона в автобусах, кто-то подходит, а я сижу так. Меня кто-то вот так несколько раз тронул. Я подумал, что это девочка, которая стояла, женщина, просит у меня место. Я поворачиваюсь, смотрю, котик, он не поднимается, правда, но смотрит на меня, плачет, просит, спаси меня, я так понял. Я сидел, опять-таки думал, что мне делать. И где-то 5-7 секунд раздумья, я так и подумал, если я его не спасу, значит, его или собаки погрызут, учитывая то, что он обессиленный, шатается просто, тем более никому не нужен из людей, уже проверено. Думаю, наверное, это судьба мне. Петр рассказал, что сразу начал дрессировать Васю, потому что заметил у кота задатки с рождения, несмотря на то, что он бездомный. Сегодня пушистый акробат умеет демонстрировать уже более 30 гимнастических упражнений. Он выполняет 22-32 спортивно-гимнастических упражнений. Вы представляете? Верховые прыжки, качели, карусели, брусья, горки, песочницы, дуги солдатские, лабиринты солдатские, шпагат, цирковые кольца в Москве, которые ходят, перекладины, пожарные лестницы, команды «Стой», «Сядь», «Иди», «Ко мне», «Сюда». В автобус первый занимать будет места. Петр рассказал, что питомцев всегда воспитывал лаской и разговорами. С помощью общения, по словам мужчины, у животных развивается память. И впоследствии они запоминают и выполняют сложные упражнения. Хозяин кота подчеркнул, что с Васей они неразлучны, живут душа в душу и понимают друг друга с полуслова. Продолжаем вас знакомить с современными авторами. Сегодня наша рубрика «Книжная полка» познакомит вас с Сергеем Кузнецовым, с прозаиком и журналистом. Автор, вызвавший бурные споры романов «Шкурка бабочки», «Хоровод воды», умеет чувствовать время и людей в нем, связывая воедино жизнь разных персонажей. Герои его нового романа «Учитель Дымов» – члены одной семьи, делают разный жизненный выбор. Естественно, науки, йога, журналистика, преподавание, но что-то их всех объединяет. Первая книга, которую хочется представить нашим читателям, это «Учитель Дымов». Роман написан Сергеем Кузнецовым. Эта книга семейная сага о 3 поколениях. В каждом поколении есть мужчина, который делает такой разный, но похожий выбор. Все они так или иначе связаны с преподаванием. Также хочу показать вам книгу «Первый после Бога», автор Татьяна Соломатина. Она известна тем, что писала сценарий к сериалу «Тест на беременность». У нее есть известная книга «Акушер Х».
Сама автор была акушером-гинекологом в прошлом, поэтому книга является отражением ее практики в прошлом. Так сказать, тут есть и юмор, но вообще, конечно, книга будет больше интересна женщинам. Также у нас есть из поступлений книга Бориса Акунина «Просто масса». Искушенный читатель знаком с циклом книг о следователе Расте Фандорине. И здесь главным героем выступает его помощник Масахиро Сибата. После 40 лет он возвращается в Японию и начинает увлекательное расследование. В книге есть много иллюстраций, которые так или иначе посвящены японской культуре, японскому искусству, что делает сюжет более запоминающимся. И, конечно, как и все произведения Бориса Акунина, это всегда такой закрученный сюжет. Любителям этого цикла должно понравиться. Легкая такая книга, токсичная книга – это сборник рассказов, который собрал автор Александр Цыпкин. Все это истории, рассказанные таксистами, по большинству случаев в Израиле. Вы знаете, что к таксисту всегда садится незнакомый человек, и попадаются такие истории, которые можно отнести к курьезным и анекдотичным. Одного водителя остановил сотрудник ДПС и намекнул на, так сказать, на вознаграждение. Водитель ему ответил: «Командир, может, договоримся?» Тот отвечает: «Ну ты сделай предложение, выходи за меня». То есть тут есть и такие короткие, есть, конечно, и подлиннее. В любом случае, эта книга поднимет настроение. Так что приходите и читайте. Любое общение между людьми всегда основывается на словах, потому что и как вы говорите о вас, складывается впечатление у окружающих. Поэтому грамотная речь и умение контролировать ее – важнейший навык у любого современного человека. Ну а в нашей постоянной рубрике «Говорим правильно» мы даем советы, как научиться правильно и красиво говорить. Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке немало слов, которые обозначают количество. Это десяток и пятерочка, втроем и удесятерить. И среди этих существительных глаголов и наречий есть специальная часть речи, которая обозначает количество предметов или их порядок при счете. Это числительные. Числительные очень разнообразны в русском языке, и среди них есть особая закрытая группа слов, которая называет количество предметов как единое целое. Это так называемые собирательные числительные. Это совсем небольшая группа слов. Двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восемеро, десятеро и девятеро. Хотя их очень мало, это слов, но очень много они нам приносят хлопот в речи. Например, эти существительные не сочетаются с одушевленными существительными, обозначающими лиц женского пола. То есть можно сказать «трое друзей», а вот «трое подруг» уже сказать нельзя. Или эти числительные сочетаются с существительными, которые обозначают детенышей животных. А вот те, которые называют особей взрослых, уже не сочетаются. Иными словами, можно сказать, в доме живет 3 котенка, но сказать можно еще и 3 котят. А вот котов будет только 3. В доме живут 3 кота. Кроме того, к собирательным числительным относятся еще и такие числительные, как оба, обе. И эти числительные, они зависят от того, с каким существительным они употребляются. Это существительное мужского среднего или женского рода. Если мы с вами употребляем это числительное с существительным мужского или среднего рода, то тогда в косвенных падежах у нас будет основа «обо», то есть с обоими мальчиками. А если с существительными женского рода, тогда будет основа «обе» с обеими девочками. Давайте говорить правильно. Всего
доброго! Благоустройство Ленска идет полным ходом. Сегодня он стал одним из красивейших городов Якутии. Здесь строятся новые дома, возводятся микрорайоны, благоустраиваются преддомовые территории и строятся скверы, возводятся детские спортивные площадки. И так можно перечислять еще долго. О последних новшествах мы расскажем в нашем следующем сюжете. Новый микрорайон «Рабочий» – это современный жилой комплекс, уже с развитой инфраструктурой и обустроенной комфортной городской средой. Сегодня у людей запрос на комфортную городскую среду, на комфортные условия проживания. То есть люди хотят ходить по нормальным тротуарам, ездить по нормальным дорогам, иметь во дворе хорошие стоянки, детские площадки, спортивные площадки. Поэтому, учитывая вот этот запрос, мы сегодня его реализуем в рамках нашего небольшого города Ленска, чтобы он стал еще красивее, комфортнее, и чтобы в нем было удобно жить. В микрорайоне строится новая дорога, работа уже в стадии завершения. Объект возводится по всем установленным правилам. Здесь предусмотрено водоотведение, будут обустроены подъезды к домам и оборудованы стоянки для автомобилей. Тротуары для безопасности детей решено сделать с высоким железным забором. Благоустраиваются и дворовые территории микрорайона. Классное ощущение, очень приятно, очень приятно. Во-первых, во двор очень приятно заходить. Если еще вот дорога вот здесь вот будет вообще шикарно. Зеленые насаждения будут. Ну, очень красиво, очень хорошо. Я говорю, наверное, единственное место такое будет. Предприятие ЗАО «Три семерки» начало в микрорайоне обустройство зоны отдыха. Здесь появились лавочки, цветники и заработал новый фонтан. В жаркую погоду, вот они сейчас еще, видимо, спят. Сейчас они днем выйдут, они прямо на эти струи верхом садятся, купаются, брызгаются. Мамы тут сидят у них. Детям вообще радость, конечно, великая. На реку не надо ходить. В микрорайоне установлены детская и игровая спортивная площадки, идет строительство сквера. Освободившаяся от ветхого жилья территория прибрана, отсыпана. Сегодня идут работы по его возведению. Вот здесь проезжая часть будет асфальтироваться, будут тротуары, велосипедная дорожка, малые формы, игровые площадки, озеленение, освещение. Глава города держит весь процесс благоустройства под своим контролем. Еженедельно выезжает в микрорайон с осмотром стройки. Благодаря его непосредственному участию удается решить проблемные вопросы вовремя. Благоустраиваются и другие городские дворы. Придомовая территория по улице Первомайская тоже обретет новый вид. А главное, жители избавятся от наболевшей проблемы постоянных луж. Помимо этого проводится ремонт по улице Набережная. Он будет закончен к концу сентября этого года. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В нашей программе мы рассказывали о прибытии копии исторического судна XVIII века «Якутск». Это точная копия первого полярного исследовательского судна из отряда Великой Северной экспедиции, на котором были исследованы море Лаптевых и дельта реки Лена. Подготовка к транспортировке началась в декабре 2021 года. Тогда его перевезли из акватории Петрозаводского музея к причалу Онежского завода, где очистили ото льда и подготовили кран. После всех согласований летом началась транспортировка, и сейчас судно находится в Якутске. Чем знаменит этот корабль и какое значение он имеет в истории Якутии и России, мы поговорим сегодня с нашим гостем. А в гостях у нас Сергей Геннадьевич Слепцов, специалист сектора истории Якутского музея имени Ярославского. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите об истории изначально прототипа этого судна «Якутск», который был как раз-таки построен в XVIII веке. Да, дубель-шлюпка «Якутск» была построена непосредственно в городе Якутске зимой 1734-35 года в рамках подготовки Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. Это была масштабная экспедиция, которая охватывала весь север, северо-восток вообще Российской империи. В экспедиции участвовало множество отрядов, и специально для одного из отрядов, точнее Ленско-Енисейского отряда под командованием лейтенанта Василия Пранчищева, было построена дубель-шлюпка «Якутск», на которой Пранчищев, а позднее Семен Челюскин и Харитон Лаптев исследовали побережье Ледовитого океана. То, что сейчас привезли в Якутск на днях, это копия. А что случилось с оригинальным судном? Оригинальное судно затонуло в 1740 году, его затерло льдами в Хатанском заливе. А как раз-таки по каким чертежам удалось восстановить его внешний облик, который сейчас мы как раз-таки можем видеть? Да, в Адмиралтействе сохранились чертежи типовых таких дубль-шлюпок.
вот как раз 30-40-х годов 18 века. И по этим чертежам в 2016 году верфь «Варяг» в Петрозаводске сделала такую реплику. Это не совсем точная копия, поскольку судно современное, оно моторно-парусное. Мотора в 18 веке не было. А почему вот тип судна называется дубль-шлюпка? Что это такое? Что это значит? Дубль-шлюпка — это тоже есть как бы документ Адмиралтейства, там написано как бы шлюпка, как же там? Ну, дубль это что-то двойное, дубль это да? двойное, то есть в 2 раза больше, чем обычные шлюпки военных судов. Так вот было сделано. Это специальный тип судна, предназначенный для хождения по рекам и в прибрежных водах. Он был довольно распространен в 18 веке, а в 19 веке его сменили канонерки. Вот та реплика, которая сейчас в городе Якутске, она ходила по водной глади? Да, разумеется. Вообще это судно сделали первоначально специально для съемок фильма «Первые» по пьесе «Созвездие Марии» писателя Федорова. Вот этот фильм снимали как раз в 2016 году, если я не ошибаюсь. А потом на вот этой дубль-шлюпке «Якутск» ходили по Онежскому озеру и в Киже. Ну, потом оно стояло на приколе. То есть ее практически полностью воссоздали такой, какая она была, что это действительно и позволило как раз-таки ходить по морям. Ну да, оно для этого предназначено. Как бы это парусное судно для вот морских путешествий фактически. Да. А на какое количество экипажа она рассчитана? Тут есть разница, есть как бы современное судно, там максимальный экипаж это 12-14 человек, ну то есть по спальным местам. А вот в 18 веке на историческом судне экипаж составлял где-то 45 человек. А для истории Якутии, России, вот какое значение имеет вот эта вот шлюпка? Это судно имеет значение для исторических, ну для истории в том смысле, что ее участие в Великой Северной экспедиции послужило таким событием. Ну, это судно внесло свой вклад в великие географические открытия. А посредством этого судна под названием Якутск и город Якутск как бы тоже причастился, так скажем, великих географических открытий как база вообще исследовательской деятельности Витуса Беринга и последующих экспедиций научных. И как, ну, и центр кораблестроения, можно сказать, в 18 веке. Это уникальный случай, когда вот в Якутске строили морские суда фактически. Реплика находится на территории музея Ярославского в городе Якутске. Как долго она там пробудет? Можно будет только визуально его посмотреть или же там будут какие-то экскурсии? То есть можно будет подняться на палубу? Ну, насколько я знаю, сейчас вот решается судьба непосредственно, как будет использоваться это судно. Но пока что оно, да, на территории музея. И музей надеется превратить дубль-шлюпку Якутск в музейный экспонат. Поскольку если ее спускать на, ну, судно уже достаточно старое, то есть больше 6 лет ему, и как бы активно использовать его, конечно, хотелось бы прокатиться как бы по реке Лене, но это довольно дорого и сложно, наверное, будет. А пока что, да, оно стоит на территории музея, ну, пока что его можно осмотреть визуально, да, снаружи, а потом мы надеемся сделать такую экскурсию с посещением палубы и кают, где можно было бы рассказать вот и об экспедиции, и об истории вот супруг Пранчищевых, да, которые погибли в ходе экспедиции 18 века. Ну и вообще посмотреть, ну как бы вот ознакомиться вот с бытом, как вообще люди в 18 веке жили и занимались научной деятельностью, в каких условиях. Очень сложно, кстати, да. Лично для вас, вот чем как раз-таки привлекает это судно? Ну, это привлекает именно тем, что это уникальный экспонат, на примере которого можно рассказывать о 18 веке. Вот, к сожалению, в Якутии, в Якутске очень мало сохранилось чего-то материального в 18 веке. Вот, а это судно, оно как раз позволяет рассказывать об интереснейших событиях, которые имели связь не только с Якутией, с Россией, историческими мировыми событиями фактически. Потому что вот вторая Камчатская экспедиция Беринга — это событие мирового масштаба. Во время реконструкции ученые, историки открыли ли они что-то новое для себя?
Ну, мне сложно сказать, как бы я не корабельный мастер, но вот эта верфь «Варяг», она занимается как раз созданием исторических деревянных кораблей. И, наверное, ну, они изучали вот чертежи, которые сохранились с 18 века, и ну, они были первые, кто вот с 18 века занимались строительством судна подобного типа. Наверное, что-то открыли для себя, какие-то технологии. Судно деревянное, и вы говорите, что ему уже 6 лет, и, в принципе, оно уже не подходит для как раз-таки использования на водной глади. А как его сохранят? Ну, Как экспонат для хотя бы? морских прогулок, ну, для речных прогулок оно, в принципе, пока что подходит, но такие прогулки, они, конечно, ускорят его разрушение, Срок потому что они, износят. да, не, как бы, не бесконечный у них запас прочности у деревянных кораблей. А сохранение – это ежегодное обслуживание, замена такелажа, не знаю, раз в год или раз в несколько лет, и обработка всевозможными пропитками, там, противопожарными, водоотталкивающими. Если так вот судно обрабатывать, то оно довольно долго может сохраняться, ну, в принципе, как любое вот деревянное строение. И для тех, кто смотрит сейчас нашу программу и хочет прикоснуться как раз-таки к истории, где это можно увидеть? Судно сейчас находится на территории Якутского музея имени Ярославского. Оно пока что в ходе, ну, идет подготовка ее, да, там еще мачты не установлены, но мачты мы скоро установим. Вот, и тогда можно будет составить более полное представление о том, как оно выглядело в реальности. Ну, там требуется обновить такелаж как раз-таки, потому что он уже пришел в негодность. Вот когда мы это все сделаем, я думаю, в августе приглашаем всех в Якутский музей, потом мы еще и экскурсию сделаем, и тогда будет совсем интересно. Сергей Геннадьевич, большое спасибо. Действительно очень интересно, и это очень важное историческое событие для всей нашей республики. Ну и спасибо, конечно, что в это утро вы нашли время прийти к нам в студию и рассказать об этом. Спасибо. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними актуальными новостями. 272 тонны строительных материалов доставят в пострадавший от паводка Верхоянский район. Продолжается и работа по оказанию финансовой поддержки населения Улуса. Так, по сообщению дирекции по водному хозяйству и организации восстановительных работ, на сегодняшний день заявлений на оказание материальной и финансовой помощи поступило более 5800. Из них 51% уже отобраны. В целом, с начала восстановительных работ жители Верхоянского района получили 4 миллиона 55 тысяч рублей. Между тем, Улус готовит к отопительному сезону. Так, в настоящее время была сделана просушка объектов коммунального хозяйства, проводится завоз строительных материалов. Также завоз водным путем будет строительный материал для индивидуального жилищестроительства. Также мы должны довести финансирование на восстановительную работу, это поддержка населению, которая по поручению главы республики Николая Васильевича Сергеевича по 100 тысячам каждому владельцу индивидуального жилого дома. Вот эти работы на сегодня должны были, проводим сегодня. С 20 июля началась выдача разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи на сезон охоты 2022-2023 в Якутии. Охотничий сезон этого года пройдет по утвержденным срокам главой республики Айсеном Николаевым. Она начнется с 3-й субботы августа. В июле уже начали выдачу разрешений на охоту, на добычу водоплавающей дичи и боровой дичи на летний-осенний сезон. У нас в республике введен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой возникновения лесных пожаров. Поэтому вопрос о введении ограничения запрета охоты на период пожароопасного сезона в данный момент решается. И при случае веских оснований будет введен запрет охоты на летний-осенний сезон в период пожароопасного сезона.
Первая спартакиада работников финансовых управлений республики прошла в Амге. В ней приняло участие 34 финансовых управления, в которых более 250 человек. Команды соревновались по 7 видам спорта. Участники соревнований достойно показали свои силы в спортивных состязаниях, обрели новые знакомства со своими коллегами из других районов. По итогам спартакиады первое место заняла сборная команда центральных районов и города Якутска. Первый раз играла в якутские игры. Ну, название, чисто не помню название. Но ощущения, конечно, такие как бы необычные. Все равно игра интересная. Но мне понравилось. Как бы не все, конечно, получилось с первого раза. Надо тренироваться. Но с кубиками было, конечно, попроще у меня. У нас дружный коллектив. Мы всегда участвуем во всех соревнованиях, куда нас позовут. Все нравится вообще. Очень хорошо все организовано, все на высшем уровне. Почаще таких встреч нужно проводить, это точно. На этом все. Коллеги, передаю вам слово. Танцевальная фитнес-группа Zumba Gold и ансамбль Леди Плюс приняли участие на международном танцевальном фестивале, который прошел в городе Ялова в Турции. На фестиваль приехали коллективы из Ирана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Владикавказа, Астрахани, а также Китая. Фестиваль в этом году проводился 25-й раз. Открылся фестиваль парадом всех участников по центральным улицам города и продолжился концертами на площадях города. Каждый коллектив представил танцы тюркского народа своего региона. В программе якутских коллективов были якутские, ивенские и чукотские танцы. Танцевальная фитнес-группа Zumba Gold и ансамбль Леди Плюс достойно представили культуру народов Якутии и вызвали большой интерес зрителей. Как говорится, танцам все возрасты покорны. Так что, друзья, просыпаясь, зарядитесь бодрой энергией. Начинайте утро с танцами. Как кто-то предпочитает начинать утро с кофе, не забудьте обязательно съесть вкусный бутерброд из свежего хлеба. Ну и, конечно же, включить программу «Утро Якутии». Ведь каждое утро мы делаем все для того, чтобы ваше настроение было бодрым и самым жизнерадостным. Потому что мы делаем все, чтобы настроить вас на предстоящий день. Мы с вами прощаемся, но увидимся завтра. Здесь же, на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Всем до завтра!